Тишь да гладь Сайсарского озера, самого центра Якутска, в один из мартовских дней была нарушена. Здесь собрались сотни людей, оленей в красивых упряжках, взметнулись ввысь чумы, задымились костры, загремела музыка, открылись торговые палатки. В общем, в одно мгновение появился настоящий кочевой лагерь. Причиной этого яркого, радостного, захватывающего душу и сердце праздника стали игры оленеводов, которые приехали тогда на свой 4-й съезд из 18 оленеводческих районов. Кроме того, были гости из регионов России, а также из Китая и Монголии. Каждая делегация раскинула свое стойбище у Рикет, которое постаралась украсить как можно лучше. Кое-где мы побывали в гостях. Меня зовут Николая Виктория Арсентьевна. Я дочь Николаева Арсентия Прокопьевича, который в свое время в 1992 году создал родовую общину Тяня. Сейчас, к сожалению, его нет с нами, и родовую общину возглавляю я. Мы сегодня приехали на этот прекрасный съезд оленеводов в делегации из 10 человек, в том числе там оленеводы наши 4, мастерицы наши, их 2, ветераны оленеводства. Так, еще наше руководство района приехало и наш глава Тянского насвега Алексей Максимович. Вот, как видите, мы поставили палатку. Вот у нас там фотографии моей прабабушки Матрёны, моего отца. Вот на данном баннере вы видите моего отца с оленем. Он всегда ездил на свои оленеводческие стада, проводил мониторинг, счет оленей, проводил работу. Но вы вот представьте, он с 93-го года родовая община Тяня была, есть, живет и будет жить. Скажите, а как вообще у вас, сколько оленей, сколько оленеводов, и участвовали ваши в этих гонках? У нас оленей на сегодняшний день это где-то 3000 оленей, и сегодня у нас участвуют 3 оленевода от родовой общины Тяня. 3 оленевода, вот, к сожалению, мы не заняли место. Вообще, ваше мнение об этом празднике, об этом событии? Вообще, День оленевода я люблю с детства, потому что я выросла в деревне, да, в селе Тяня Лёкминского района, и у нас с малых лет я видела, как соревновались мой дедушка, мой отец, мои тети, и все это у меня такое вдохновение, когда все собираются с оленями, и вот проводится такой прекрасный праздник. Ну, еще был съезд оленеводов. И вот мы после смерти отца, чтобы увековечить его имя, уже 4-й карабин «Тигр» мы вручаем победителю 1-го места по оленям бегам. Сегодня, например, получил молодой парень Савено-Батантайского района. Очень рад, вручаем сертификат. До этого мы вручали позапрошлом году в Алданском районе молодому оленеводу. И в тот же год был в Нерюнгри международный, помните? Да, международный фестиваль. Мы там вручили, наша семья вручила карабин молодой оленеводке девушке. И вот они мне в виде обращения там звонят, благодарят, потому что они уже начинают добывать от хищников. Но самое главное для оленевода — это карабин, чтобы он был всегда с собой. Это утвари эвенкийские, шкатулки и как бы чемоданы, сделанные из бересты, из натуральных оленьих камбусов и тесьма, для красоцветной тесьмы. Это вы сами делаете? Это делает наша бабушка, мама делает, она мастерица. Ага. А вы сами что-нибудь делаете, шьете? Я тоже мастер прикладного искусства,
Я представляю выставку, но у меня там осталось. На дефиле выступила сейчас на традиционном и современном одежде эвенкийского одежды. И вот просто композицию сделала для красоты. Но мы приехали, больше 20 человек, ну, все можно сказать, вместе с оленеводами. Вот и культура тоже вот, приехали. Вот. И Табаяна, конечно, у нас в Сианском районе самый вот это такой кооператив, который вот у нас организован уже давно, в 2005 году уже организован. Вот. Во главе бывшего главы администрации района Федорова Георгия Николаевича, как он организовал, как он создал вот это Табаяна, да. Вот. И до настоящего времени у нас работает наши оленеводы. Ну, сейчас я по этим, можно сказать, поголовье оленей, ну, около больше 30 тысяч поголовья у нас оленей, можно сказать. Но хочу сказать, что я как человек, работник культуры, у нас работник культуры и наши мастеристы вот сейчас приняли участие в нашем вот 4-м оленеводском слете. Вот. Я думаю, успешно выступили и на концертах, на выставке. И стойбище наших вот это гостей вот тоже вот организовали тоже свои Сианский район. Вот. Вообще вы об этом празднике что думаете? Ну, конечно, организовано, конечно, очень хорошо, можно сказать. Очень тепло для этого, вот, который создан этот сегодняшний прогноз погоды, можно сказать. Ну, немножко, конечно, ветерок, но это ерунда. Вот. Но я думаю, конечно, впечатление нормальное у нас. На какое-то время озеро Сайсары превратилось в арену для состязаний, где оленеводы и чумработницы показывали свою силу, ловкость, сноровку, свои умения в различных соревнованиях, самыми зрелищными из которых были, конечно же, гонки на оленьих упряжках, которые собрали множество зрителей. А мы же в это время побеседовали с теми, без труда которых и не было бы такого чудесного праздника. У нас приехало делегатов 6 человек во главе нашего главы Антоев Евгений Петрович. Вы же в Турваргине работаете, да? Да, в Турваргине. Как у вас там с оленями, как у вас зимовка прошла, летовка прошла, расскажите. Литовка была трудная, жаркая. Но вы выстояли. Выстояли. Гнуса много было, комаров. Скажите, вы вот приехали на съезд оленеводов. Как вы думаете, как он проходит, что интересного вы тут узнали? Ну, много чего интересного. С людьми пообщался, других вузов. Ну, знакомых каких-нибудь встретили? Первый раз здесь, на съезде. Первый раз, тем более. И как ваше впечатление, нравится? Да, понравилось. Обмен опыта. Benim tutkuna. Pensioner benim. 64 hasta. Tuğla Tabahatına домашний. Токсустада öyle değil. Ото бу браханик тугунан ток диханын. Братник içine dağınlar etenge. Eder çatlar kürektehel. Kürektestiler. Ото эн эдер херет такына мек күрәктә хәретең була ди. Böyle idare Эн ток диханын бу маннык сиестер айын бу табахыттарга надылахтыр ду сохту. Bilgi natula dağınlar.
кочевник общинаға үлелейбен. Тугуна зоотехнигынан, уна бухгалтерынан үлелейбен. Община хайдай блин. Би община жүчүгөй хыл хаңатыга түйөттөнчө 300 табала үктемеппит. Би 2 стадалаак бит, 2 тончаттан таксылы табалаактар. Отон община бу турго эн үчөйдер эдер оголор үлелилер. Оны уркуттан үлелир, кредактет үлелир жоннор боландар үчөйдер. Бир община бу туга бригадира амбастан терилек бититтен Мони Султан үлелир. Колесов Альберт Владимирович. Он bir bulağına eder Slipsov Marat Prokopyevich min oğlum ülelir. Onunla ikken ol Albert Vladimirovich ambastan ılbıd ağız üstaba bututtan elbeten ikkisi stadan eteriydi bit. Olihim bir ambastan Monisullak ılbıd ağız üstaba bututtan elbeten bilin kötünce üst üstabalak bit. Onunla bulurun ikkite 500 taban atılatı bit. Kühün has ikki hırı tokarı Zıgansko Luska. Çoğul. Ondan bebe küsbütten hin olur mu da subsidiya kaçıtının tuhanabıt kamnaspıtın o birime tölübüt bileyim bunların ol bebe küsbütten ol yanvar fevral kamnaspıtın tölen olur mu ol tabatılabı kaçıbıtından Martaskaya bu kürekte hekel bir jommutu garem yabansa bir töletübüt Martaskaya kamnahı negenen ottan kadda kıllarından jommutun padyaskalı hatыбыт jommutu dan bir otori gelenler tabat örüyorgan üçügey ottan kıl söyle elbek buladı onu bili benzinin tuğ teknika adjanar elbek bolan benzinin subsidiyirvanay ılabıt tariravanay ol benzinden tohanan olurabut em yapsına bittölen atak bullagana ol teknika çahaga teknika aljanar elbek bir hol bir dispi koğan bullaga bu dolga tuğ oyu tuğ diye kurduk tundura bolbatak bulla olihin on teknika aljanı elbet üksün kaçı bir üksün zapçaska barar teknikaga zapçaska tuğ tabandan ol kuturuktağı tuğu kılı hölü hep bakın конечно hayın kemga içi sokol kvadriginin abulir bolla çumule hette daqbet onu kıhın birime gelerge kire tüyeller kıratık atak hem bir kıhınlar hayın oskolo kutun ülelete bit kusturga kaçıyor şkolanı kısta heveste hebit ol oğullar taqtanlar bir yaqı onundan oğa taqtan üleliller hayın ol oğullarga qamna semiyet ölübüt begi ol İki kudugul barıdıktan kurugulu got kaçıya bit tuğ neafkadimaya barıtın kinler tebelerge tabak aralanırlar onunla barıtın bir bebet alabıt tuğ par iyi tuyartan tuvaletinde takiye barıt reprava tuğun ince o tuğlakan tuğtara eder oğullar bolan internet bilin internet bir dotan internet taktır elbette alcanabı kehane bir de bollar otan üçügay Все оленеводы были в красивых, удобных национальных костюмах. А уж красавиц в шикарных одеждах было и не счесть. Да и где же им еще покрасоваться, как не на празднике оленеводов? Я из Эвено-Батантайского улуса. Проработала почти в своем улусе почти 50 лет. Еще у меня дети работают, и внучка работает тоже после окончания. Скажите, ну вы какое-то отношение имеете к оленеводам? Я имею отношение к оленеводам вообще с детства, потому что у меня муж старшей сестры оленеводом был. Потомственный оленевод. Сейчас это его внук. В прошлом году пригнал 800 оленей из Ущанского улуса и на своем родовом этом, община Хобол называется. И всю жизнь мы сколько я живу больше 50 лет в Эвено-Батантае, я вообще знаю этих оленей. Жизнь и быт, и труд оленеводов, ценю их. А как вам праздник? Праздник мне очень нравится. Я тоже один раз тоже тут на республиканском празднике слете оленевода была, республиканском тут. Мне организация очень хорошая. Делегация из 9 человек состоит. Но мы тут помощницы. А Имиконское землячество здесь помогает делегации, которая прибыла с Имиконского улуса. И организация, надо отметить, очень на высоком уровне. Много оленей, что очень отрадно видеть. Привезти столько много оленей с далекого места очень трудоемко и сложно. Поэтому организаторы, участники проявили себя очень
хорошо в этом плане. Как вас зовут? Меня зовут Булдакова Евдокия Ивановна. Я сама тоже из Аймеконского улуса. И вот переехали сюда. Вам самим-то, вы сюда приехали, вам самим-то нравится здесь? Да. Нравится, да. Все нравится. Гонки на оленях упряжках, гонки верхом на оленях, когда снежная пыль вьется из-под копыт, заставляют замирать сердца всех зрителей. А в особенности молодых, которые пришли посмотреть и поддержать своих сородичей. Ведь съезд оленеводов – это не просто мероприятие. Это передача бесценного опыта, многовековых знаний молодому поколению. Мен Слепцов Артем Ятақпен, Град Яқпеттен, стада илдеретім. Білейін бұл гастролу қалым, тоқым ғытта, руководителімін ғытта, ариан туристин. Асын концерт болар бияқа. Ача ыллыгын үнкүлүгүн да? Үнкүлүгү да. Бу брахник туханан ток диханайны. Шөй брахник. Ныр баки шөй бір қасқайын желі. Урутмадда хилдебитин до хохто. Хилдебитин? Икитин шүрбечек бие казанга барды биде гастролу. Ана бие бастапыт гран-при болақ бұтоқа. Ана сайын Санкт-Петербургға барақ тақпыт. Үнкүлөргүн севилбүгүн. Ага. Я Тимофеева Инна из Оленевского улуса. Учусь в городе Якутске, в медколледже. И пришла на слет оленеводов, чтобы увидеть, почувствовать эту атмосферу. Меня зовут Татакана Цендара, я также с Оленевского улуса, учусь в авиационном колледже. Приехала тоже зарядиться энергией своего народа. Всем здравствуйте, меня зовут Николаева Валерия, я из Оленевского Эвенкийского национального района. Пришла со своими подругами, чтобы почувствовать себя эвенкийкой. Вот. Очень нравится, очень много людей. Меня зовут Садовников Алмаз Еремевич, я с Момы, Лохан-Чистай. И Что здесь делаешь? я праздную оленевод как-никак. Летом езжу на свое стадо каждое лето, работаю там. Вот как ты думаешь, ты можешь стать оленеводом или или какая-нибудь другая профессия тебя привлекает? Могу стать, конечно, без проблем. Я же там с детства бываю. Всему научился. И вообще скажи, как тебе тут нравится? В празднике? В празднике, да, все прям круто. Все соревнования игр оленеводов проводились одновременно. И одним из знаменательных стал конкурс «Кочевая семья», в котором участвовали семьи с детьми от 8 до 12 лет, которые показали, что оленеводство будет развиваться, ведь наследники этого занятия есть. У нас союз общин
коренных малочисленных народов Севера и Республики Саха-Якутия. Но, естественно, мы занимаемся традиционными отраслями, в том числе и самое большое – это оленеводство. Ну, что можно сказать? Праздник, который мы ждали, он удался, я так думаю. Вообще считаю, что очень красивый, хороший праздник. Наши оленеводы довольны. Очень много, как вы смотрите, представителей общин по районам сами себя представляют, район представляет, своих сородичей, семьи, рода свои представляют. Красиво, достойно. Я вообще рад. И больше всего радует призы. Вот, автомашины, снегоходы, скажем так, есть стимул к чему стремиться, победить в этом, так скажем, соревновании. Так что очень хороший праздник. Очень такое впечатление. Во-первых, оленей мы редко видим, но все равно видим. А сейчас здесь столько много народу и столько такое впечатление, прямо просто очень красиво. И такие гостеприимные люди угощают, фотографируют. Очень красивые национальные одежды. И самое главное, еще продаются, да, вот эти национальные головные украшения, нагрудные украшения, да, и все очень красиво. Сегодня случайно узнала у соседки, очень понравился праздник, давно хотелось сходить на такой праздник. Посмотрела на оленей вживую, как бы впервые. Посмотрела на чумы, где живут оленеводы, в каких условиях они живут. Ну, очень интересно. Надо проводить такие праздники. Я очень рада, что мои эти предки и мои родственники, мои знакомые Саимикона Улуса приехали на этот очень замечательный праздник. У меня сегодня настроение вообще позитивное. Мы очень рады. Последнее действие 4-го съезда оленеводов состоялось в зале Дома дружбы народов, где прошел торжественный вечер с концертной программой. Народу собралось столько, что яблоку негде было упасть. Министр сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха-Якутия Артем Александрович Александров вручил награды с напутственными словами. Я от себя лично, без ложной скромности, хочу выразить вам слова благодарности всем вам, всем вашим родственникам, всем вашим землякам, которые помогали в организации данного мероприятия. Мы именно, проводив это мероприятие здесь, в самом центре нашей республики, в городе Якутске, именно в озере Сайсары, буквально вчера, наверное, навели триумф, потому что очень много хороших отзывов. Горожане сумели прикоснуться к традициям народов Севера, воочию увидеть соревнования. От себя, от имени комиссии хочу поздравить всех победителей, участников соревнований, наших партнеров, спонсоров, которые помогли нам организовать на высоком организационном уровне данное мероприятие. 4-й съезд и игры оленеводов Якутии прошли на самом высоком организационном уровне и оставили надежду, что традиционная отрасль северян, домашнее оленеводство, будет и впредь сохраняться и развиваться.